Во-первых, Саул, что вы нашли время прийти. Мы это ценим. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на серьезную тему. Я бы даже назвал ее фундаментальной. Тема нашего происхождения. Вообще, откуда взялись крымские татары. Наш этногенез. То есть, как все происходило. Потому что практика показывает, что люди на базовом бытовом уровне не понимают вообще, как все произошло. Даже среди наших соотечественников проскакивает такое, что мы пришли с монголами и так далее, и так далее. То есть такие бытовые... Я сразу скажу, что монголы пришли с нами. Тиражируемые лозунги, получается. Или к нам. Поэтому, знаете, я вообще предлагаю вам, скажем так, внести ясность в этот вопрос, насколько это возможно, и постараться по полочкам разложить этот сложный вопрос. Причем простыми словами, насколько это возможно, опять же. Спасибо, конечно, это очень интересно и важно, но надо понимать, что процесс, который занял, ну, скажем так, 2500 лет, как минимум, формирования крымско-татарской нации, его объяснить в течение часа я постараюсь, я сделаю все, что от меня зависит, но сразу оговариваюсь, что если какие-то вещи вот, в ходе моих объяснений окажутся не совсем ясными, что называется, до конца, то есть вещи, которые на самом деле в истории до сих пор до конца не выяснены. Это не только в крымско-татарской истории, в любой другой. Но есть вещи, на которые мне просто не хватит времени. Это, если, скажем, по желанию там, зрителей вдруг будут возникать какие-то вопросы, а вот тут что-то вот как-то там, да, то это надо будет отдельно на эту тему поговорить, потому что ну, просто совершенно невозможно 2500 тысячелетия вложить в часовой разговор. Я, конечно же, расскажу о каких-то, с моей точки зрения, наиболее важных вехах в этногенезе нашего народа и нации. Народ и нация – это совсем не одно и то же. Но там, где будет казаться, что чего-то недостаточно, что надо дополнительно дать информацию или обосновать, или там какие-то сомнения, ну вот надо, значит, будет это обсудить отдельно, не сегодня, потому что пока что я об этом не знаю. Ну, опять-таки, для того, чтобы перейти, собственно, к крымским татарам, надо обсудить несколько общих вещей, которые касаются этногенеза, ну, скажем так, любого народа. И особенно вот в том, что касается именно нашего этногенеза. Дело в том, что само вот это выражение «народ», и очень часто как параллельно ему использующаяся нация, оно на самом деле многозначное, причем в ходе истории слово «народ» оно меняло свое значение. Поэтому если какой-нибудь там, я не знаю, автор, там, 300 лет до нашей эры, где-то в каких-то своих заметках пишет «народ», это тот смысл, который он вкладывает вот в это слово, он может довольно заметно отличаться от того смысла, который мы сейчас вкладываем. От времени зависит, получается. От времени, от эпохи, от обстоятельств и так далее. Но если брать само русское слово «народ», обратите внимание, что это слово однокоренное со словом «огород», допустим, или там урожай, то есть род – рожать. Народ – это тот, кто народился. Вот. И в каком-то смысле, вот в таком буквальном толковании, народ – это вот, ну, тот, кто народился, тот, кто существует, вот и все. Некая какая-то группа людей, да, народившаяся в какой-то момент времени, где-то там месте присутствующая. Да. Но, разумеется, в политике, там, в истории и так далее, ну, не в таком простом виде это все употребляется, другие смыслы вкладываются. Но, опять-таки, надо понимать, что, во-первых, даже сейчас, в тех 197-200 странах, которые являются государственными членами ООН, живет множество народов. Что то есть сейчас вся земля поделена между этими государствами, и вот они, в каждой живет народ или народы какие-то. Во-вторых, даже сейчас, если посмотреть, понятно, что люди из Центральной Африки, допустим, там, да, или Амазонии, там, или откуда-то с крайнего севера и так далее, они живут иначе, чем, допустим, в Центральной Европе, там, или, может быть, в Азии, или в Китае, или в Японии, или еще что-то.
Поэтому получается, что и тут народ, как бы, Да. и там народ. Но мы должны давать себе отчет, что мы говорим о достаточно разных вещах. Получается, что нынешняя совокупность народов Земли, она, хочешь не хочешь, ну, при всем том, что есть интернет, есть вот эта мировая финансовая система, ну, вот это все, технологии распространяются. Тем не менее, даже сейчас в социальном смысле она довольно заметно отличается одна от другой. Я не имею в виду цвет кожи, глаза, языки, это само собой. Но в смысле вот социальной организации. Потому что народ – это какая-то разновидность социальной организации. Это тот действительно совокупность людей, но не просто народившихся где-то, куда-то, когда-то, а некая общность, обладающая устойчивостью. Один народ себя ощущает отличающимся от других народов. Что для этого является предпосылкой? Много чего. Это и, разумеется, территория, это и общность культуры, это иногда общность происхождения, действительно, это люди как бы общего происхождения, а иногда это люди как раз очень разного происхождения, но тем не менее ощущают свою некую такую групповую коллективную общность и желающие вот быть этим народом. То есть народ, который не желает быть народом, он им не будет. Это невозможно. А народ, который ощущает себя народом, так же как человек ощущает себя целостным человеком, или еще лучше сравнить с семьей. Семья, которая не хочет быть семьей, она ее не будет, ее не заставишь. Их можно запереть в одной комнате, выдать там всем свидетельства о том, что они там Родственники. Да, родственники и так далее, а они семьей не будут. Угу. Вот. Так вот, народ тоже обладает неким таким общим мироощущением, близости друг к другу, общности, даже если это, ну, если это большой народ, то понятно, что не каждый с каждым знаком. Люди могут всю жизнь не встречаться, но принадлежать к одному народу, обладать общими интересами, общим пониманием мира, там, стремлением помочь друг другу и так далее. Вот это все вместе и делает народ. Но сейчас, когда там люди работают в каких-то передовых там фирмах, на передовых технологиях, там, я не знаю, кто-то там в сельском хозяйстве на каких-то там комбайнах, кто-то, ну, это одна ситуация. А ситуация, когда мы начинаем говорить о первых предпосылках появления когда-то в далеком будущем крымских татар, то мы можем говорить где-то условно, примерно о 5-7 веке до нашей эры в Крыму. Почему? Ну, потому что вот помимо каких-то археологических раскопок, там, стоянок первобытного человека и так далее, начинают уже в каких-то письменных источниках упоминаться первые этносы, то есть вот эти первые народы, общности, которые имели отношение к Крыму. Мы о них чуть-чуть дальше поговорим. Это киммерийцы, эллины, тавры. Но опять-таки до того, как говорить об этих конкретных этносах, наших очень-очень-очень отдаленных предках, нужно опять-таки понимать ту эпоху. Я сейчас скажу одну вещь, над которой никто не задумывался, я уверен, что ни один народ, потомками которого являются крымские татары в настоящее время, полностью не жил в Крыму. Практически большинство наших предков жило за пределами Крыма. Не только в том смысле, что они откуда когда-то там что-то мигрировали, а даже вот в тот момент, когда они как бы вот уже именно Они находились жили в Крыму, и в Крыму. большая часть их, причем огромная часть, находилась за пределами Крыма. То есть за пределами Крыма и в том числе в Крыму? В том числе в Крыму. Крым Да, был понял. только частью той территории, которую Да, населяли понятно. эти народы. И причем меньшей частью этой территории. Потому что если мы говорим о киммерийцах, ну там опять-таки разные источники по-разному говорят. В Крыму они отмечаются эллинами где-то там примерно с 5-7 века нашей эры. Ну, чуть-чуть раньше, но считается, что они в Европе, там нынешняя наука говорит, что они где-то там 1200-1500, может быть, 1000 лет до нашей эры, где-то вот в степях Восточной Европы появляются киммерийцы. Когда они там появляются раньше, до какой они там далее доходят на Востоке, трудно сказать. Но совершенно очевидно, что киммерийцы, только малая часть их жила в Крыму. Эллины, первые там эллинские колонии, две, одна из Гераклеи, которая была основателем Херсонеса, и другие, которые основали Пантикопей,
но тоже в тот момент, когда они оседали в Крыму, 5 век до нашей эры, тоже точно не говорят, 5-6, у кого как получается, совершенно понятно, что огромное большинство эллинов жило за пределами Крыма и никогда в Крыму не было. Ни до, ни после. Единственное, может быть, о ком можно говорить, что их сразу увязывают с Крымом, это тавры. Об этом мы поговорим. Вот они полностью жили в Крыму. Но почему? Да потому что так их обозначили греки. Но если ты начинаешь внимательно, эллины, греки это римское название для эллинов, я стараюсь его избегать до поры до времени, потому что сами они себя называли эллинами. Дело в том, что, по сути говоря, никто ничего внятного о таврах сказать не может. Да, есть остатки их там поселений. Есть знаменитые каменные ящики захоронения могильные, тавров. да, получается? Могильники. Есть позже, когда стали где-то что-то в этом соображать, потому что первое время, там в 19 веке или раньше, вообще в этом никто ничего не понимал. Есть, как выясняется, в Крымских горах какие-то оборудованные камнями какие-то специальные стоянки или построения, которые не являются ни жилищем, ни там помещением для скота, но то, что называется дольменами и так далее. И они, кстати, распространены по всей Европе, вот от Великобритании, знаменитый Стоунхендж. Хотя Стоунхендж, он, в общем-то, тоже это искусственная вещь, но кроме него там много и в Ирландии, и по всей Европе. Последующие, так сказать, народы, последующие этносы их просто не замечали, потому что для них это были просто камни, где-то там стоящие в определенном порядке или в беспорядке, что-то там упало и так далее. А вообще эта культура распространена вплоть до Дагестана по всей Европе. И в Дагестане есть такие места. Поэтому, когда говорят, что вот тавры первоначальные насельники Крыма, вопрос, а кто это такие? Потому что слово тавр это таурус, греческое, горцы. И, кстати говоря, в Малой Азии, вот в Турции современной, на берегу Средиземного моря тоже есть таурус. Горы. А можно спросить, а таурус это же бык, это же не горы? Да какие быки? Да о чем вы говорите? Это нормально греческое слово, горы. Это все вот такие мифы, которые... А это не тюркское слово таур? Нет, абсолютно. Таур. Это не имеет к этому отношения. Какой там бык? Это греки назвали... Ну, с чего бы греки называли кого-то быками? Вот зачем оно зовут? Культура, которая использует Какая быков? Культура? Греки приехали в Крым, эллины, да. Поселились. И там живут, они уже несколько веков там соприкасались, кто-то кого-то грабил там и так далее. И собирательное название для жителей этих гор, которых они не знали ни языка, ничего остального, горцы. Потому что место, где в Крыму поселились эллины, это была окрестности Крымских гор, особенно Херсонес. Вот, и горцы собирательное название. Все. Причем тут быки? Что они с быками там воевали, что ли? Смотрите, тавр это по-гречески горец? Горы, конечно. Таурус, перевод, да? Это город и в эллинское время Таурус, хребет Таурус вообще считался, это не только горы на юге нынешней Турции, а она уже была тогда заселена эллинами, для них это было знакомое не место, а вот понятие, вот горная местность. Ориентировались. Да, и она продолжалась аж до Ирана, потому что там целый ряд горных кряжей идет вплоть до Ирана. Сейчас они считаются разными горными системами, но тогда греки их так обозначали. Поэтому первое, что они увидели в Крыму, вот горы, вот все, а те, кто у них живут, горцы. Остальное их в этом смысле не интересовало. Кто были этнические тавры, сейчас никто сказать не может. Потому что, по костным там останкам и так далее. Я думаю, через какое-то время, кстати говоря, очень быстро это развивается, технологии компьютерные, 3D и так далее. Я думаю, вот раньше говорили по методу Герасимова там восстановить, что-то потом оказалось, что там все не так делается. Но то ли сейчас, то ли буквально, я думаю, в кратчайшее время все эти нейросети и все остальное смогут воссоздавать довольно адекватный облик людей по черепу, по черепу, по костям. Эта технология есть уже. Когда уже можно будет более-менее так... На кого похоже, можно сказать. Да, сказать, на кого похоже, без выдумок, так сказать. Да. Но дело-то в том, что если даже мы увидим, на кого внешне похожи тавры, скорее всего, там даже в этом ни у кого нет сомнений, что это европейский народ, европеоидный народ, скажем так. Это тоже мало о чем скажет.
Ну Потому да. что, допустим, ну, сейчас европейцев часто отождествляют, большей частью отождествляют с так называемыми индоевропейцами. Но дело, ну, то есть, это вот те, кто сейчас в нынешней Европе живут, славяне, германцы, там, кельты даже еще и всякое такое, ну, и вот там Иран, часть Индии и так далее. Но дело-то в том, что они не первое население Европы, европейское. И в Европе остались остатки этого, ну, не остались остатки, а есть как бы наследники древнего населения до индоевропейского населения Европы. Это очевидная вещь. Это баски в Испании и это албанцы на Балканах, которые абсолютные европейцы по внешнему виду, по антропологии, по расовому типу, но абсолютно не имеют ничего общего в языке и в происхождении с рядом с ними живущими там испанцами, там каталонцами Мгм. и даже потомками кельтских народов. А кельты в свое время были очень широко распространены в Европе от Ла-Манша и даже, потому что Ирландии до Румынии. А что тут от Румынии до Крыма? В общем, нельзя исключать, что и тавры были разновидностью, так сказать, кельтов. Хотя никто не знает. С другой стороны, нам ближе всего тут тоже Кавказ. Да нам все близко, условно Нет, говоря. стоп. И это могут быть, скажем, народы или племена, близкие к кавказским Мгм. автохтонам. Мгм. И ни эллины это не отмечают, ни потом это никак не известно. Вообще, тавры, они одним народом были или нет? Тоже Потому что вопрос. совершенно возможна ситуация, как в Дагестане, что там под каждой горой, в каждой долине, там же у какой-нибудь... ну, вот почему я говорю, что такое народ. Жило какое-то племя, Да. которое вообще всех остальных даже родней своей не считало. И они могли очень сильно отличаться внешне антропологически, будучи европеоидами при этом. Поэтому тавры, конечно, в этом смысле очень загадочны. Конечно же, они имеют очень плотную привязку к Крыму, потому что ну, Крым известен, так сказать, отсутствием металлов. Вот у тавров жилища это такие, сейчас это уже установлено, землянки, обложенные камнями. А почему, допустим, это не избы какие-нибудь, когда в Крыму полным-полно там, сосен? Ну, по нынешним временам это, конечно, мало, а по тем-то временам хватало бы. Ну, на дом Да, хватило бы. на дом бы хватило, да. А потому что не было чем обрабатывать древесину в таких масштабах. И, как ни странно, легче было обрабатывать известняк мягкий и делать из него. Потом это перешло уже в наземное Ну, это строение. гипотеза или Первоначально. Ну это что, нет, логика какие это? гипотезы? В чем гипотеза? В Крыму нет источников меди, в Крыму нет источников олова, в Крыму нет источников металлов. А торговли не было? У тавров, которые там быков выращивали у себя в огороде, на быков они что ли А греки, торговали? которые там к ним... Что к ним? А грекам тавры зачем нужны Ну, были? смотрите, ну, мы же сейчас с вами размышляем. Мы размышляем. Так вот, это Сколько была существует народ, столько достаточно существует... замкнутая община с натуральным хозяйством. В Крыму по сей день, можете проехаться, если кто не верит, никто на южном берегу и в горах раздольных полей не видел. Там, по которым комбайны ездят там и собирают тоннами там пшеницу или еще что-нибудь. И вот вы представьте, что вот на отдельных лесных делянках, где можно было обрабатывать какую-то почву, едва сводя концы с концами, значит, вот что могли, то и выращивали. Пшеница – это довольно поздняя культура, это южная культура, она так легко не живет без полива. Пшеница – это Египет, пшеница – это Месопотамия. Вот. А по сути говоря, земледельческая наиболее распространенная культура, которая веками, тысячелетиями потом сохранялась аж до 19 века, это проса. Потому что проса, ну, пшенная каша, оно не требует не особой вспашки, оно не требует там полива, вот бросил куда-то там, и вот оно себе растет, уже хорошо. И эта культура сохранилась и в причерноморских степях, и у кавказских народов, и у наших предков, и у нагаев, как одна из доминирующих. Не случайно калакай, допустим, это просяная лепешка, а вовсе не мучная. Вот, если настоящий, аутентичный. Так вот, в силу того, что, ну, как сказать, сельское хозяйство не могло давать много продукта, быки там, возможно, и были, но скорее для такой гористой местности, посмотрите другие горские народы, скорее это козы, уж им тоже точно легче их выкормить, прожить и так далее. Скорее это, ну, может быть,
овцы и меньше всего как раз быки. Ну, могли быть свиньи, кто его знает, там какие-нибудь дикие, полудикие. То есть этот народ жил довольно устойчиво, но он не мог очень сильно прибавлять в численности по очень простой причине. Не было массового производства продуктов на этой территории. Ну, в разных источниках численность тавров оценивают от 5 до 6 тысяч минимум, и где-то 15-20 тысяч максимум. Причем тавры действительно не жили за пределами Крымских гор. И теперь обратите внимание, что в так называемых Крымских горах тоже далеко не везде можно жить. Вы посмотрите, допустим, на окрестности Судака. Да, безжизненное там в горах никто не живет. Да. Вот. И более того, вот тот самый Пантикопей, вот эта монархия пантикопейская, которая была создана с эллинами, она вот где-то условно до Феодосии доходила, да, а дальше эти горы, они как бы особого интереса не представляли. Потому что это уже гораздо более поздняя эпоха, когда виноград, фрукты, там можно было там технологии уже какие-то были. Да, во-первых. Во-вторых, можно было на что-то менять. А если ты должен был жить со своего поля с огорода, то ты на винограде и на фруктах далеко не протянешь. А там опять-таки вот площадей для посевов не было, поэтому тавры, конечно, были, скажем так, если их можно назвать народом, условно, это было родоплеменным объединением. Это не был народ, скорее всего, объединение племен. У них была своя религия. Эллины считали, что у них божество женского рода, дева, Парфенос они ее называли. Но по некоторым другим источникам тавры называли вот это божество Орехлоя. Вот. Некоторыми другими названиями, что тоже, кстати, свидетельствует о том, что это могли быть разные племена с особенностями в речи, в культуре, там, в религиозных обрядах и так далее. А вот можно момент вот насчет дольменов? Дольмены тавров, они похожи на дольмены там, в Дагестане или где-то еще? Ну, я не такой тонкий специалист в этом плане, но их вообще, по-моему, толком еще никто не изучал. Но есть такое предположение, что они все-таки были, что одно другому не мешало. Одновременно они были и чем-то вроде астрономической обсерватории, то есть речь не идет о том, что они там за галактикой наблюдали через камни, это невозможно. Но там по теням, по освещению и так далее, там времена года, сезон и так далее. Некий календарь был, так сказать, наглядный, который играл существенную роль в жизни древних людей. И даже если они охотой занимались и рыболовством, это им надо было знать. Если особенно они начинали заниматься земледелием, тоже там всякие такие вещи. Одновременно это могло быть, и как бы логически это очень увязывалось в религиозные какие-то мотивы. Ну, потому что раз это все такое, так красиво, то очень легко. Ну, культовое сооружение. Да, привязывалось очень хорошо. Эллины очень не любили тавров, потому что они с возмущением там писали, что тавры человеческие жертвоприношения совершают. Но те эллины, которые это писали в V веке, они забыли, что где-то за 500 примерно лет до этого, за 700 лет до этого, когда предки эллинов появились в нынешней Греции, в их Элладе, они тоже, у них были культы, когда они совершали человеческие жертвоприношения. Просто за 500-700 лет это забылось, они от этого ушли, поэтому тавры им казались жуткими дикарями, особенно потому, что они приносили в жертву греков захваченных. Это совсем не нравилось. Вот. И они их считали пиратами, потому что, видимо, были какие-то такие эпизоды, когда они в ненастную погоду, там, в какие-то там штормовые ночи, какие-то огни на берегу разжигали, там мореплаватели, которые подплывали, пытаясь сориентироваться, куда пройти, нарывались на скалы, там или на какие-то мели, и тут, значит, на лодках выплывали тавры и грабили этот корабль до последнего гвоздя. Вот греки подчеркивают, что они буквально разбирали корабль по доскам. Варвары, да, гады кромешные. Только при этом они забывали, что они в это самое время были рабовладельцами,
Они ездили в свое время, вспомни знаменитую легенду, «Золотым руном», Да, где у да. местных его... Что это такое, неизвестно, но то, что они за ним ехали его воровать, это совершенно точно. И причем это воспевается в греческих мифах. Ах, какие молодцы, съездили на северный берег Черного моря, украли золотое руно. Кстати, Браво, браво, браво. циклопы это же в Крыму были, по их описаниям. Ну, кто его знает там. Ну, я сейчас не о Элладе. греческих мифах. Значит, то есть, как всегда, как чаще всего бывает, когда это тебе встречается чужой народ, да, чужое племя со своими обычаями, и они не очень тебе рады, то тебе это не нравится, они дикари-варвары. А когда ты сам каким-то образом так поступаешь, то ты молодец, ты, значит, там вот, осваиваешь. Мотивация главная есть. Ну, конечно. Потому что надо понимать, что эллины, для эллинов Крым не был родиной, это понятное дело, они сами тут были колонистами первыми. Но дело-то в том, что где-то так же, когда киммерийцы появились в степях Восточной Европы, в это же самое время предки греков, дарийцы чуть позже, ионийцы, вступили на Балканы с севера. То есть греки не были изначальным населением поздней Эллады. И, собственно говоря, отсюда возникло рабовладельческое общество. То есть они закабаляли местное население, ну, частично захватывали землю, убивали, закабаляли, делали города-крепости вокруг них всех. Ну, вот, многие же дожили потом очень долго. Это илоты в Спарте, это потомки местного коренного населения в Греции, которых обратили в рабов. Потом рабов стали пополнять и в военных походах, там, и захватами, и торговлей, и так далее. Но когда вот уже самой Греции не стало хватать, греческие колонии именно из-за нехватки земледельческой земли распространились на Малую Азию, нынешнюю Турцию, где тоже местное население закабаляли, на Италию, где тоже захватывали, на Сицилию и так далее. Поэтому греки сюда пришли вовсе не с песнями, не с танцами. Не с танцами, ну песни и танцы были у них во время праздников. А главное, они пришли с целью захватить землю, расширить там землевладение свое, завести здесь рабство, как они привыкли, и так далее. Поэтому, в общем-то, их отношение к таврам, оно было, в общем-то, зеркальным их собственному поведению. А почему тавры до последней доски разбирали? А вот по тем же причинам. Потому что доску выпилить в Крыму было нечем. А там пилы не было? А там в этом же корабле? едет такая-то самая лесосклад такой тебе целый, значит, с досками. И они все очень хорошие. Ну, вот и до последнего гвоздя там медного или этого. Потому что здесь нету, а тут на тебе. Может, это метафора. Супермаркет приплыл, значит, и готов. Может, это метафора просто, как промок до нитки. Ладно, кто думает, что метафора. Ну вот смотрите, вот этот корабль разбился, но там же была пила, там топор на борту. Ну вот и было, вот и все, что было. И что его на всех таврах хватило? И начали рубить эти сосна. И много ты бронзовой пилой напилишь этих сосен? Ну что-то же можно. Ну, что корабль же можно было построить? Корабль построить. Ну как-то же строили. Россия, когда Петр I строил свои первые корабли в России, они у него там через несколько лет сгнивали, потому что не умели делать. Производство кораблей – это отдельно совершенно искусственное ремесло. Тут вопросов нету. И потом зачем таврам опять-таки корабли? Лодки какие-то у них были, они рыболовили. Дома из дерева построить. Дома из дерева вот из этой пилы, которые там на паре кораблей 2 пилы где-то захватили. Да, конечно, все побережье покроется дачами после этого, безусловно. Вот. Но что я хочу сказать. Среди крымских татар присутствует такой миф, что, значит, ну там кто-то себя считает потомком тавров. Считать можно себя кем угодно. Там, потомком лунатиков, там, этих самых марсиан, там, я не знаю, там, биороботов и так далее. Но есть очень простая, такая сказать, арифметическая задача. Значит, если, ну, понятно, что любой живущий человек, вот как он есть, да, он на 50% впитывает генетику матери, на 50% отца. Ну, объективно так. Значит, внук уже матери, там, он впитывает 25%, да? Правнук по 12,5%, потому что все больше и больше количество предков. Да? Это 4-е поколение. Значит, после 5-е поколение это уже там примерно по 5%, да, по 6%. 6-е поколение это уже по 3%, да? И 7-е поколение это уже 1,5%. 7 поколений в социологии и в демографии это, ну, вернее так, поколение это примерно 25 лет. Ну, то есть это примерно тогда, когда люди достигают, ну, возраста половой зрелости, какой-то экономической самостоятельности. Вот от них, не у всех понятно, кто-то поздно женился, кто-то вообще там не вышел замуж. В среднем, да, в тенденции.
В 25 лет появляются дети, новое поколение, ну там до 35 где-то вот там какое-то количество детей появляется. Так вот, берем, что такое у нас 7 поколений? Это меньше 200 лет. Угу. Да? А со времен Тавров, 5 век до нашей эры, сколько так прошло? То есть 4 поколения в век, только до нашей эры, уже прошло 5 на 4, 20 поколений. Я понимаю, что как бы не в каждом поколении обязательно происходит смешение, там именно этническое. Ну так, елки-палки, с 5 века до нашей эры, по наше время, тоже даже не 20 поколений прошло. А вы не глубоко копаете, нет? А как? Нет, вот там вот родился Тавр, вышел из избушки, там, и в Алуше до сих пор живет, да? С бабушками, с дедушками. Смотрите. Вот. То есть, доля генетики Тавров, в которых было 5-6 тысяч, да, а после этого там веками и тысячелетиями приходили другие этносы, которые смешивались и с Таврами, и с нетаврами, там, и между собой и так далее. Вот если так пересчитать, ну, то есть, если оно в 7 поколении там 1,5%, значит, в 8 поколении, пусть это 200 лет, это уже там меньше, чем процент, да? Угу. Я не исключаю, что в ком-то из крымских татар есть какая-то доля там таврской генетики и крови, да? Но сами оцените, за 2500 лет какая она могла остаться? И какой вывод можно сделать из этого? Какой вывод я могу сделать того, что прямых потомков сохранившихся, так сказать, во всей полноте, ни тавров, конечно, ни эллинов древних здесь, ни киммерийцев, ни чуть позже скифов не сохранилось. Они, начиная с того, что очень часто вот эти первые контакты между разными древними племенами и народами, эллины, хотя их брать, если всю совокупность эллинов, ну той пары, да, там 5 век до нашей эры, их довольно много могло быть. Там по-разному тоже считают, ну, допустим, там был 1-2 миллиона человек, всех эллинов вместе взятых. Так. Но в Херсонесе тоже было 5-6 тысяч человек. И поэтому для Крыма население Херсонеса это было тоже таким же племенем, типа таврского. Угу. И в Пантикопее там тоже самое какое-то количество могло быть чуть больше. Вот, поэтому, учитывая, что многие первоначальные контакты бывали враждебными, мало того, что значит, и так было немного, еще и убивали друг друга. А 5000 человек, ну, по примерным прикидкам, это тоже не всегда, но примерно какой-либо народ, там, цивилизация, неважно, может выставить в качестве вооруженной силы примерно 1/5 часть, 20%. То есть, если народ 1 миллион, значит, примерно 200 тысяч может быть армии. Ну, там, с колебаниями. Если тавров 5000, значит, 1000 могло быть вооруженных людей на весь Крым, которые там с греками сталкивались. Те, соответственно, тоже, ну, хорошо, 2000, там каждый ходил там с оружием и так далее, но по этим горам они не могли фалангой ходить, и что они могли сделать тавром? Потому что основная ударная сила греков это были фаланги. Разбежаться и ударить в Так, а тавры это воинственные? Очень воинственные, грекам это очень не нравилось, поэтому вот. Но, с другой стороны, я могу предположить, вот опять-таки, когда говорят, что эллины высадились, да, вот вы понимаете, вы знаете, что там есть где-то какой-то полуостров. Вот ты его там, ну, потом греки стали его называть Таврида, вот сначала, а этих таврами. Ладно. И вот тебе надо куда-то там поехать. Вот подумайте сами. Сейчас, когда человек, ну, если это вот не спасается от пожара там или от войны, а вот куда-то решил переехать, он делает так, что собрал чемоданы, нагрузился и пошел. Нет, конечно. Ну, разведка у нас есть. Конечно. Сначала кто-то ездит, смотрит, а где это можно. Иногда не с первого раза получается. Выбирает дом, выбирает место. Ну, это сейчас. А тогда нужно было выбрать место. Удобное для высадки. Удобное для того, чтобы начать там хозяйствовать. Удобное для того, чтобы там тоже были какие-то ресурсы, вода, ну, всякое такое, земля и прочее. Плюс к тому же, если там появляется вот тот самый как бы греческий корабль или их несколько, вот они высаживаются. Греки сразу с собой везут рабов, которые тоже не очень в восторге от этого путешествия, которым греки совсем не нравятся. Да? И вот наступила ночь, а по лесу пошли огоньки, это спускаются тавры, допустим, да, и как только надавали и убежали. И вот весь месяц или 2 месяца вот так. Насколько легко можно обустроиться? То есть, хотя были вооруженные конфликты, можно с большой долей вероятности предположить, что как бы действительно, да,
нужно было как-то договориться сначала, сказать, ребят, мы вам там железо, ну не железо, там стекло привезем, мы там это, давайте мы тут поживем, мы дальше этого не пойдем, как-то договоримся. Поэтому сейчас, конечно, об этом всем можно говорить только в гипотетическом смысле, но надо понять, что даже, ну, допустим так, румеи, которые жили, ну, скажем, там, в V веке нашей эры в Крыму, там, ну, часть так называемой Византии, да, в том же Херсонесе, даже они не были буквальными потомками первых высадившихся эллинов. Они уже были смешанным населением. И это, кстати говоря, очень хорошо почувствовалось буквально через 3 века после того, как был основан Херсонес. Ну, при раскопках Херсонеса, а, кстати говоря, Херсонес тоже звонкое название для русского, ну, так, кто не знает греческий, я тоже его не знаю, вот, древнегреческий, что-то такое звонкое, а на самом деле это полуостров. Переводится? Да, полуостров. Очень практичное название. А откуда они знали, что это полуостров? Они его исследовали? Да Херсонесский полуостров, елки-палки, они не про Крым, они про то место, Прямо где высадились. Да. Где Херсонес, это вот они на полуострове высадились, вот они его назвали, вот наш город полуостров. А вот тут рядом горы Таурус. Вот. А вот насчет Тавров, вот смотрите. Минуточку. Да. Так вот, уже буквально через 3 века, ну, вернее так, последующие там археологические раскопки обнаружили, что через 3 века существования Херсонеса там на какой-то мраморной стеле была выбита клятва граждан Херсонеса. И она очень интересная, потому что уже через 3 века существования на этой земле греки начинают свою клятву, гражданин Херсонеса, начинает с того, что там перед Зевсом, Девой там, и другими богами. То есть для херсонеситов, для населения Херсонеса, через 3 века после его основания, Дева, таврское божество, становится своим родным. Своим родным. А дева, вот их дева? Какая их дева? Таврская дева. Да. Об этом никто не спорит. Угу. Вот. Становится своим родным. А чего бы это вдруг? Ну, самое логичное объяснение тому, что вот за эти 3 века существования... Торговали, значит, общались. Ну, слушайте, ну я с кем-то торгую с Китаем, это же не означает, что я буддистом стал. Кто его знает. А, ну да, конечно, похож. Да. Вот. И это означает другое, что тавры становятся частью этого херсонеситского сообщества. Ну да. И что для них таврские божества становятся такими же своими родными, как это. То есть происходит метисация. Ну да. Вот та самая. Ну да, да. Плюс к тому же, интересно, что там есть, клятва это до конца неизвестна, конец ее обломался, но там есть такой фрагмент, где говорится, что я тайны, в общем, там, это отдельная история, что за тайна, не выдам, внимание, ни эллину, ни варвару. В числе первых врагов херсонеситов на первом месте стоят эллины. Угу. Они себя уже эллинами не считают. Ну да, это как бы... Да, и они уже знают, что да, когда-то предки приехали бы туда, там вино или хлеб отправляем, да, пожалуйста, но мы уже другой народ. Ну, те, кстати, то же самое говорили. Конечно, да. Конечно. Поэтому вот я сейчас для чего это рассказываю? Для того, чтобы показать 2 очень важные вещи. Что формирование, а это и дальше так продолжалось, это если идти по векам, можно это все проиллюстрировать, что формирование предков крымских татар, или так, что крымские татары нынешние не являются потомками какого-то отдельного древнего племени или народа. Угу. Когда там уже опять-таки за 3 века появляются херсонеситы, которые включают в себя и божества, и кровь, и антропологию, и хозяйство, и эллинов, и тавров. А, допустим, уже к 3 веку нашей эры, даже немножко раньше, те же эллинские авторы, но только не из Крыма, а оттуда, начинают писать о тавро-скифах, понимаете, то уже основной массив крымских гор занимают тавро-скифы за пределами херсонесских владений. Это еще одно подтверждение того, что в Крыму идет постоянная метисация. А потом позже, как раз врагами тавро-скифов выступают готы и аланы, 2 очень разных первоначально этноса. Но потом в Крыму начинают говорить о гото-аланах. Собственно говоря, даже вот эти, ну, относительно разрозненные, если сейчас мы
это опять то, о чем я не успеваю просто Да, я понимаю. рассказать. Но даже вот эти отдельные фрагменты, которые с интервалом в несколько столетий описывают ситуацию в Крыму, они как раз показывают, что вот с момента первых контактов между разными очень этносами, ну, пусть тавры европейцы, но вот эллины уже они категорически отличаются, да, вот. Пусть там киммерийцы откуда-то там с севера, с востока, но они тоже очень сильно отличаются. А скифы за киммерийцами приходят. Но практически формирование крымско-татарского народа, как он есть сейчас, это 2,5 тысячелетия продолжающегося процесса метисации этносов, которые побывали в Крыму. Еще раз подчеркиваю, не целиком, а какими-то частями, Фрагменты. да, какими-то фрагментами. И вот эти фрагменты различных этносов, появлявшихся в Крыму в разное время, вплоть до последних веков, они все входили и генетически, и культурно, и языково, и как еще там хотите, как угодно, вот в состав нынешней крымско-татарской нации. И мы являемся потомками не отдельно тавров кто-то, не отдельно кто-то эллинов, не отдельно там генуэзцев кто-то, допустим, да, или готов. А мы, как нация в целом, являемся потомками вот этого всего огромного микса. Причем во всем. И антропологически, расовом типе, и культурно, в наших привычках, традициях, одежде, еде, там, праздниках, я не знаю, морали и так далее. И политически, и как угодно. Вот во всех проявлениях, в каких существует народ и нация, мы являемся потомком этого микса. Где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Понятно, что точно так же, как у крымских татар есть какие-то субэтносы сейчас, там группы, да, внутри крымско-татарской нации. Угу. И может там у кого-то, скажем, допустите, скорее всего так и есть. У кого-то больше готской крови, у кого-то больше там, может быть, какой-то эллинской крови или более поздней рамейской. У кого-то, может быть, есть больше монгольской крови, у кого-то там еще какой-то и так далее. Но, во-первых, в чем я абсолютно уверен, нет ни одного крымского татарина современного, вот возьми любого буквально, и начни разбирать его, если бы это было возможно, потому что там, конечно, во тьме веков теряется, там где-то не это, но возьми его генетику, генотип, Да. возьми, если удастся проследить там 20 поколений, 30 поколений предков, да, выяснится, что ни один не является чистым потомком эллинов, или чистым потомком тавров, или чистым потомком черкесов, которые тоже средневековые. То есть чистым потомком кого-либо. Кого-либо, да, из древних народов. Угу. Могут А быть у черкесов там все чисто в этом плане? А у черкесов это тоже отдельные. Там же тоже истории, такой же потому бардак. что нет, я не о тех черкесах, а о том, что в Крыму тоже несколько тысяч черкесов Это да. было. Но кто назывался черкесами в Крыму, опять-таки по сей день неизвестно. Потому что, допустим, в современной Турции черкесами называют всех выходцев Северного Кавказа, не очень разбираясь там в градациях. Да? Да. А вот в Крыму, скорее всего, черкесами называли тоже как бы всех выходцев Северного Кавказа. Ну, скорее всего. При этом они могли быть изначально этнически очень разрозненными. Но там, наверное, где влияние было, да, Крыма или нет? Или в целом Нет. весь Кавказ? Нет, нет, это трудно сказать. Подождите, а что значит, где влияние Крыма было? Ну, По где сути говоря, торговые отношения были? По сути говоря, большая часть Северного Кавказа, кроме отдельных его фрагментов до Дагестана, она так или иначе входила в Крымское ханство, за очень маленькими исключениями. И разные были отношения. Например, часть черкесов просто была официально подданными Крымского ханства. Современным языком, гражданами. Опять-таки, надо понимать, что я сейчас говорю, когда о черкесах в Крыму, я говорю о черкесах именно на полуострове, потому что в горной части. Черкес-Кирмен, это вот оттуда, в частности. Ну, да, логично, их поселение. Да. Одно из поселений черкесов в Крыму. Но если мы говорим о Крыме в широком смысле, то Крым это совсем не полуостров. И я говорю, чтобы понять историю и этногенез вот тех, кто живет и сейчас живет на полуострове, надо иметь в виду историю всего Крыма. А весь Крым – это все причерноморские степи, это все Северное Причерноморье, это до Волги. Как минимум.
Поэтому, если ты это пытаешься отсечь и посмотреть только, что у нас там в Алуште делалось, допустим, или в Судаке, или Ну, там как где-нибудь в сегодняшними мозгами. да, сегодняшними мозгами, это ты совершенно, во-первых, ничего не поймешь, во-вторых, это все будет неправда. Вот по генетике скажите, вот, допустим, с нашими, понятно, крымскими татарами, кого ни посмотри, бардак, черт ногу сломает. А вот с кавказскими народами, допустим. Абсолютно то же самое. Тогда, получается, этот процесс везде был? Везде был, совершенно верно. Ну, скажем так, до 18-19 века по миру, не в Крыму, по миру, ну, были такие относительно изолированные общины. Ну, где-нибудь в лесах Амазонии. Ну, это допустим, понятно. да, Это понятно. где-то в центральной Не Африке, ходовые там, места, да. скажем так. Я вам более того скажу, что интересным образом это сохранилось до второй половины 20 века в месте, на острове, который называется Гвинея, Угу. Восточная Гвинея. Те, кого условно называют Папуа-Новая Гвинея, Папуа-Нью-Гвинея. Папуа-Новая Гвинея. И, значит, западная часть этого же острова – это Индонезия. Этих людей, не только живущих на этом острове, он там самый большой, но там есть окрестные всякие прочие, где Миклух Маклай там тоже туда-сюда плавал, папуасами, Папуа, но эти люди удивительным образом дожили до где-то 40-х, 60-х годов нашей 20 века, практически не встречаясь с другими людьми. Поразительно. Америка, огромный континент, уже была захвачена европейцами, и там микс населения шел. А папуасы остались незатронутыми. Почему? Потому что, когда европейцы, ну, этот остров, там они его оплывали, то их везде на берегу встречали джунгли глухие. Угу. И у европейцев сложилось впечатление, там, у всех, кто с этим сталкивался, что ну, это вот, ну, вот такой вот джунгли и джунгли. Никто не живет Да. там. И только в 20-30-е годы 20 века, когда появилась авиация, и стали там, в основном по военным причинам, летать над этими, схватились за голову. Оказалось, что за полосой джунглей, ну, километров 100, там есть возделанные поля сельскохозяйственные. Да еще как. Угу. Значит, это все отразилось на том, что во время вот Второй мировой войны японцы стали пытаться захватывать эти острова, американцы там с ними воевали и всякое такое. Вот уже местное население коренное познакомилось тогда с этим. И отсюда возник вот этот сейчас очень много о нем говорят, карго-культ. Когда там американские самолеты что-то привозили, а папуасы смотрели, ух ты, блин, это что такое? Вот. Так вот, я хочу сказать, что за исключением вот очень интересных, но все-таки исключений из правил, очень интересных, потому что вот этот же остров, он тоже здоровущий, да? Он больше Крыма, уж безусловно, да? Но, в общем-то, по всей земле, да, на протяжении этих тысячелетий все время шел процесс метисации. Поэтому попытка, как это сказать, практически для любого народа на земле, ну, вот за исключением вот этих интересных отдельных случаев, для любого народа на земле, ныне живущего, вывести некую прямую линию от какого-то древнего народа. Ну, чистоту условно, да? Это невозможно. Это касается и армян, которые, ну, гордятся, что вот они там древний народ. Не, армяне все-таки, наверное. Не, они древний народ, потому что был какой-то там совокупность там племен и так далее, которая тоже называлась Ая. Угу. Это несколько там тысяч лет назад, ну, пусть там 2000, там Тигран Великий и так далее. Вот, но генетически и культурно, вот те люди, которые жили там в Урарту, хотя там тоже сейчас есть вопросы, армянское это было, не армянское, но даже если исходить из того, что это была армянская страна и государство, то, слушайте, там за это время кто только не побывал. Ну, их ген же тоже известен. Что? Ну, ген, то есть генотип разобран. Понимаете, вот в последнее время, ну, где-то лет 20, да, наверное, может, чуть больше, все крутятся вокруг вот этого генотипа и гена. Да. И многие первое время почувствовали себя счастливыми. Вот теперь, вот скажем, гены изучим. Теперь знаем, кто свой, кто чужой. А нет. Потому что генетика, ну, как часть там биологии, естественных наук и так далее, она действительно дает как будто достаточно точные результаты. Ну, как будто бы документ это. Да, но только дело-то в том, что ну, вы знаете, были некие древние языки, там, скажем, древнеегипетский, там, да, какой-нибудь шумерский и так далее,
которые уже там 200-300 лет никто не мог ни прочитать, ни расшифровать. Да. Вот документ тебе. Да, на утеряно документ. было, да. А другое дело его понимание, Угу. его интерпретация. Так вот, генетика и вот эти генетические исследования по сей день, они уже дают материал для осмысления, но они вовсе не являются сертификатом правдивости того или иного исторического события. Потому что для того, чтобы понять, что стоит за генетической картиной того или иного народа там, или человека и так далее, знание просто генетики недостаточно. Обязательно оно должно быть дополнено знанием, вообще-то говоря, много чего другого. И общих исторических процессов, которые имели тут место, и языков, и культуры, и всего остального. Потому что неожиданным образом оказывается, когда смотрят эту генетическую картину, что у людей, принадлежащих в настоящее время, безусловно, к разным народам, находятся общие гены. Причем не один там какой-нибудь, там, а целые группы, там, гаплогруппы, а то и целый ряд гаплогрупп. Да? И наоборот, что у людей, входящих в один народ, безусловно, без всяких сомнений, находятся достаточно разные гаплогруппы, разные гены. А на индивидуальном уровне это еще больше. И меня в значительной степени, допустим, не устраивает частная интерпретация, которую я читаю в комментариях к самим исследователям. Потому что сами генетики, которые этим занимаются, они действительно естественники. Вот ему он написал, ему кажется, уже все порядок. Он при этом ни на историю, ни на что другое внимание не обращает, он его и не знает. Например, несколько лет назад, близкую, так сказать, тему затрону, несколько лет назад, я не помню, там 3-4, что ли, или 5, может быть, 6 лет назад проводили генетическое исследование крымских татар, и там чему-то радовались. Ребят, кто не знает, что примерно 80-90% крымского населения Крымского ханства частично было уничтожено, чтобы было понятно, в 60-е годы 18 века на территории полуострова, не Крымского ханства, полуострова, жило 450 тысяч человек, населения. Из них где-то 97-98% составляли крымские татары. В 90-е годы, то есть через 30 лет буквально, но это было до аннексии Крыма, это было после аннексии Крыма. Вот. За эти 30 лет произошла аннексия, было ликвидировано Крымское ханство. Численность населения полуострова, внимание, с 450 упала до 150 тысяч человек. В 3 раза сократилось. Вопрос, как, куда? Убитые, бежавшие. По-другому никак. Теперь давайте просто посчитаем. Прикинем, значит, 30 лет, 300 тысяч. Это получается, делим 300 тысяч на 30. Что мы получаем? 10 тысяч, не знаю, что мы получаем. 10 тысяч получаем. Ну да. Это означает, что ежегодно исчезало 10 тысяч человек. Делим на 365, грубо на 300 опять-таки. И смотрим, что получается. 300 человек в день. Вот. И значительная часть людей, теперь уже не только население полуострова, а всего Крымского ханства, ушло в несколько этапов, в несколько волн в Османскую империю, в том числе в Добруджу, то есть там Румыния, Болгария нынешняя и так далее. И что это означает? Это означает, что генотип, так сказать, картина генотипа крымских татар нынешних, которые сейчас живут в Крыму, она заметно отличается от того, что было до вот этих катастроф. Это понятно. И поэтому сейчас взять у нынешних, тутошних крымских татар какие-то генетические исследования провести, все знаем, а не знаешь. Потому что 80% крымских татар ты не охватил их потомков. Они сейчас в эмиграции, они в нашей диаспоре. Они тоже, кстати говоря, очень сильно уже миксованы, но там где-то может быть еще что-то. И если ты этого не изучил, и это не учел, то, разумеется, результат, который тебе показали исследования в Крыму, они ничего не доказывают. Кроме того, что вот это генотип тех, кто остался.
а не крымско-татарского народа или нации как таковой в момент, когда она была. Ну, мы же можем говорить, что генотип позволяет выявить общность среди народа. То Нет, есть очень мало. какой-то общий знаменатель. Очень мало. Тогда лучше не ковыряться в этом? Нет, почему надо? Зачем? Ну, для того, чтобы чем ты больше знаешь о народе, в том числе и с генетической стороны, тем у тебя больше информации для оценки тех или иных событий, для моделирования, так сказать, процессов, которые привели к появлению или исчезновению, если хотите, этого народа. Поэтому это объективный показатель, этим надо заниматься. Но, во-первых, нынешняя генетика и нынешние результаты для этого еще недостаточны. Точно так же, как я говорил, что через какое-то время, наверное, вот воссоздание внешнего облика человека станет очень таким эффективным, да? Ну, оно уже эффективно, да. То я думаю, что с развитием генетики и эти вещи будут. Ну, или смотрите, вот, допустим, там говорится, что вот в интерпретациях многих, да, что у какого-то человека, когда его там разбирают отдельного, я сейчас условный пример беру, ну, там очень много такого. Говорится, что вот там, допустим, там у него 15% там южносибирских генов, 30% балканских, там, значит, вот у него там 40% чего-то там, кельтских генов, и там еще что-то чего-то. У меня вопрос. Вот когда к генетикам, когда они это говорят. Ребят, а балканские гены это что? Если мы берем Балканы до появления эллинов-то, это одни балканские гены. Ну, если понятно. после появления эллинов, это другие балканские гены. Если после того, как рухнула там независимость Эллады, да, и туда расселились римляне там всяких, это третьи балканские гены. Если после того, как образовалась Ромейская Восточная Римская империя, это четвертые балканские гены. Если после того, как туда вторглись готы, а не только готы, гунны и так далее, авары, это пятые балканские гены. Вы о чем? Может, о последних это генах? Кто последний? А вот кто последний, тогда это тем более, значит, ни о чем не говорит. Потому что, допустим, потомки Алан, я сейчас не о генетике, потомки Алан живут как на Северном Кавказе, так и в Крыму, так и в Испании. И куда мы эти гены будем относить? К кавказским, к испанским, там, крымским и так далее. Я еще раз говорю, что генетика дает объективные знания, как надпись на неизвестном языке, которую ты, и даже если ты потом, когда ты расшифруешь вот эту надпись и увидишь, что это какая-то сказка, там, да, или какое-то там повествование, тебе еще нужно будет интерпретировать, откуда это все взялось, а почему это так взялось. Потому что, допустим, если ты не знаешь, что, ну, из общего курса истории, ты не знаешь, что викинги добрались до Сицилии, и там даже было королевство скандинавское, вот они на чужой земле совершенно никогда больше в свою родную Скандинавию не вернулись, вот плыли, захватили Сицилию, и там и умерли все, там и женились, там и родились, и следующее поколение. И ты там у сицилийцев там проверяешь ген, и говоришь, смотри-то, что понять не можем. Тут и арабские гены, потому что позже арабы высадились на Сицилии. Тут тебе какие-то и на латино, и греческий, потому что Сицилия это тоже греческий остров, Сиракузы, где там Архимед воевал с римлянами. Это греческая колония, эллинская колония. И когда ты вот это все посмотришь, ой, блин. Если ты не знаешь общего исторического процесса, это тебе ничего не дает. Ну, контекст нужно знать. Конечно. Поэтому, так, а что делать с Крымом тогда в таком что случае? Ну, вот вы говорите, да, но мы Стоп. Да. Вот тут, я, кажется, понял ваш вопрос. Да. Значит, народ или нацию делает не генетика. Народ или нацию делает, ну, скажем так, народ. О нации я скажу чуть позже. Народ делает общие интересы, чувство общности, что мы, несмотря там, ну, кто-то очень близкий между собой, кто-то подальше, но чувство общности, как в семье люди по-разному выглядят, но чувствуют, что они все родня друг другу. Общая территория, пока она сохраняется, пока народ не раздроблен, не разбежался. Общая культура. И уже как следствие где-то общий язык. То есть язык не первый? Ой, блин, да куда Точно ты? нет? Ну подождите. На каком языке разговаривает Латинская Америка? На разных.
Ну. Не надо ля-ля. На каком языке говорят миллионы латиноамериканцев? Ну, вообще на испанском. Совершенно верно. Но... При этом а если несколько десятков стран... немцы-беглецы там... Ничего. Вот. И они отнюдь не испанцы. Хотя, да, там испанская кровь присутствует в разной степени, там или сям, да. Значит, там около 50, ну, по крайней мере, больше 20 арабских стран существует. Не, подождите. То есть вы говорите, что если завтра крымские татары начнут говорить на французском, они останутся крымскими татарами? Значит, француженных крымских татар я не знаю, но то, что латиноамериканцы из разных стран, там аргентинцы, там всякие, там гватемальцы и так далее, они говорят на испанском языке, это, во-первых, не только не сделало их испанцами, но если мы все помним общий ход истории, каждая из этих стран воевала с Испанией за то, чтобы от нее отделиться и считаться отдельно и быть отдельным. Но они и прежними не остались. Они не остались прежними, Язык-то меняет все равно. Они не стали испанцами. Ну, смотрите, язык, это же не просто язык, это же интерпретация обычаев, интерпретация всего. Вот язык – это в каком-то смысле концентрированное выражение национальной жизни, но далеко не первое и не основное. Основное что? Основное, наверное, это все-таки общность культуры. Ну, это же широкое понятие. Совершенно верно. В которое входит язык. Вот именно. Как один из элементов. Тогда он на первом месте может стоять. Отнюдь. Не, вы скажите, каким образом тогда латиноамериканцы не... Ну, это есть филиппинцы, которые говорят, это океане, есть, говорят на испанском. И филиппинцы на английском говорят. Не будем говорить, что они не испанцы, это понятно. А они что, латиноамериканцы, филиппинцы, что ли? Филиппинцы на английском говорят. Первоначально это испанская колония, поэтому она называется Филиппины. Поэтому у них и испанский язык, общефилиппинский это испанский язык. Государственный язык Индии, их много, там 10 языков, один из них английский. Индийцы из разных мест Индии, из разных там народов, этносов, которые населяют, между собой общаются по-английски. Это их сделало англичанами? Ну, как будто бы, не знаю. Или американцами? Ну, как будто бы мы про разные вещи говорим. Нет, мы как раз говорим. Мне кажется, как будто про разные. Нет, как раз это как будто бы казахи, которые по-русски начали говорить, понимаете? Как будто бы про это разговор. Совершенно верно. Но казах, который говорит по-русски. Но он же теряет себя, он свою культуру теряет. Ну, так он, потому что не только язык теряет, он много чего при этом теряет. Пока казах не отличается от тех остальных языков, тех остальных казахов только тем, что он говорит по-русски и не знает казахского, а все остальное у него остальное по-казахски, он далеко еще не русский, он все еще казах. Это понятно, но как будто бы это... Вот как раз вот этот акцент на языке, он мешает понять реальные процессы. Это идет от нашей интеллигенции, там, 20 века и так далее, от писателей, там, поэтов, которые, понятное дело, для них язык это и рабочий инструмент, и средства заработка, и это понятно. Трамплин прославиться, и известность, и общественное влияние и так далее. Но надо смотреть на вещи, как они есть. Но язык это же код. Это же код язык. Код. Вот, допустим, Арман Кая, ты знаешь происхождение и видишь суть этого. А если ты не знаешь языка, ты думаешь, что-то там Армана Кая, там, какое-то одно слово. Язык выполняет свою роль в национальной идентичности, но его самого абсолютно недостаточно. Можно взять людей, которые, опять-таки, свободно владеют каким-то языком. Допустим, в Канаде есть провинция Квебек. В Канаде 2 официальных языка государственных, английский на большей части Канады и французский в Квебеке. Какой третий? 2 языка? 2 языка. Так вот, Квебек франко... Подождите, а местный? Что местный? Местный это местное. Речь идет о государственном языке. Квебек, в Канаде там большие возможности национальной всякой культурной автономии. Это отдельное поликультурное общество, это отдельный вопрос. В Квебеке документация ведется на французском языке. Но, поскольку это французский язык, а не французы, хотя первоначально это возникало как французская колония в Северной Америке, то у них даже есть программа облегченного въезда в Квебек и натурализации франкоязычных людей. Если вы вьетнамец старшего поколения, а Вьетнам был
долгое время французской колонии, и как-то так получилось, что вы свободно говорите по-французски, пишете, то вам въезд в Квебек открыт гораздо легче, чем англичанину. Все, кто говорит по-французски, они пытаются как бы стимулировать французский язык, ну вот, чтобы он как бы выдерживал конкуренцию с английским и так далее. Там есть программа упрощенная процедура въезда и натурализации в Квебеке для франкоязычных людей. Кто угодно будет, китаец, пожалуйста. Ну, как будто бы это про то, что там вот выжженная земля, всех местных убили, приехали все новые и привезли свой язык. Честно говоря, местных довольно-таки там поубивали. Ну, так я же про это и говорю. Ну, то есть, это то же самое, что мы приехали в какое-то место, всех там убили, привезли с собой язык, и теперь это вот такой народ. Ну, даже если не всех убили, вот в Латинской Америке где-то всех убили, как в Уругвае. Ну, многих убили. А где-то, допустим, в Мексике, если брать там 100 миллионов населения примерно, то из него 30 миллионов это коренные народы, то есть те, которые себя вот сохранили в том виде, как они были до испанского нашествия. А 70 миллионов это метисы. Общий язык для них, для всех испанский. Вот, но при этом вот коренные народы Мексики, я их представителей ни одного видел, много разных, там он не один, 30 миллионов, это не один народ, это разные народы в разных местах. В том числе, кстати говоря, и майя те же самые, которые на Юкатане живут. Вот. А 70 миллионов это метисы. И ни те, ни другие себя не считают испанцами. И как вы видите, да, там очень много кого поубивали. После первых конкистадоров население Мексики, правда, трудно сказать, что в этом случае называется Мексикой, потому что тогда такого государства не существовало, но по некоторым оценкам 15 миллионов человек погибло после первых вот захватов конкистадоров в Мексике. Тем не менее, сейчас 100 миллионов, и среди них испанцев нет. Не, ну, может, какой-то иммигрант там есть, там какой-нибудь там и так далее. Они себя испанцами не чувствуют. Может быть, их там, я не знаю, пару сотен найдется. А основное население, они мексиканцы. Они не испанцы, они не индейцы. Они мексиканцы, это метисы. Плюс 30 миллионов, условно говоря, индейцев. Угу. И все говорят по-испански. И между собой. И это их не делают. Поэтому по-разному бывало в жизни. Да, много где убили, было такое. А было где не убили, где вот этот язык был принят. И, кстати говоря, если уж на то пошло, ну, где-то это связано с завоеванием, где-то это связано с кровью, где-то это меньше с этим связано. Если, допустим, крымско-татарский язык это тюркский язык, то тут тоже надо понимать, что далеко не все наши предки крымских татар были тюрками. И у них тоже были свои этнические языки, свои национальные языки. Вот. Из них, кстати говоря, какой-то там запас, лексикон и произношение вошли в крымско-татарский. Ну, например, мне очень нравится слово «варель», которое в некоторой части Бахчисарайского района используется в некоторых селах. Варель – это барель. Это итальянское слово. То самое, которое нефть. Баррель. Да, баррель. А варель – это ведро. Почему? Да потому что это вот идет еще из тех времен. Но тем не менее, крымско-татарский язык – это тюркский язык. И это означает, что значительная часть этносов, те же тавры, уж я очень сомневаюсь, что они по-тюркски разговаривали. Или там кто-то еще, они приняли этот язык. Другое дело, что, например, когда говорят о диалектах крымско-татарского языка, кстати, говорят, что меня буквально добивает, и у меня прямо остервенение такое против этого, это некая, как вам сказать, настырность такая в насаждении так называемого литературного языка. Потому что когда... Общего, да? Да, вот такой вот, типа, говори и пиши правильно. Да? Да. Это что значит правильно? Это значит, что когда ты какие-то диалектные обороты, там, слова, произношения, это все неправильно, забудь. Да, так же получается. Как правило дорожного движения. Вот туда налево не поворачивай, направо поворачивай. Там знак такой висит. Ну, мне кажется, это но не это, про это. Что? Это огромное объединение. Это огромное объединение. Это унификация. Это просто унификация. И чего хорошего. Но это как раз богатство культуры теряется при этом. Нет, не теряется. Теряется. Потому что, значит, теряется и фонетика, теряется и синонимичный ряд. Теряется, вот когда вы мне говорите, что Арман Кая, он не знает, что Арман Кая. То же самое. Ты потерял диалектное слово, ты уже не знаешь, что за этим стоит. Какой образ мысли, какая логика, какая история. Вот это тот же самый случай. Это эти диалекты надо беречь, хранить. Да. И более того, культивировать. Не на полках там в каких-то этих энциклопедиях, а в живой речи.
Реальный литературный язык вырабатывается не тем, что собралась там куча филологов и там расписали. Он вырабатывается в живом общении, когда человек, знающий и свой диалект, и не свой диалект, или еще что-то, слушающий, кто-то на этом пишет ближе к этому диалекту, кто-то пишет на том ближе к тому диалекту, кто-то пишет на чистом диалекте, все остальные его слушают. Вот таким объективно-стихийным образом вырабатываются нормы, которые понятны всем. И то, что у кого-то было диалектным словом, становится частью общелитературного языка, дополняя, допустим, ряд синонимов. Вот такого не было, а вот оно теперь есть. А что значит общелитературный язык? А общелитературный язык — это все остальное неправильно, кроме того, что мы там решим. Ну, смотрите, это тоже... Забудь, не надо, не употребляй. Пишешь сочинение, это слово не употребляй, оно не к месту. Возьми вон то из словаря. А как тогда? Ну вот смотрите, вот допустим, я пишу газету. Да. Газета для всего Крыма. Да. И я пишу там ит, к примеру, да? Да. А в Алуши-Си человек и не понимает, что это за слово. Потому что его в школе не учили этому. А в школе, когда... То есть нужно учить всему сразу? Надо, конечно же, выбрать какой-то, так сказать, минимальный уровень общности, который существует. Но прямо на школьных уроках, и в том числе на школьной литературе, должно быть подчеркнуто, что, вот, допустим, там в степном диалекте вот так, в сударском диалекте вот так, 2-3 каких-то аналога. Да. Ты хотя бы раз в жизни должен увидеть, услышать, что, оказывается, в нашем языке такие слова есть тоже. И это правильный подход, а не стандартизация и роботизация. Но я сейчас немножко отвлекся, хотел сказать, что вот особенности диалектов, вот, ну, есть, конечно, филологи, лингвисты, которые это все основательно, профессионально понимают, но очевидное объяснение появления диалекта в каком-либо языке, включая крымско-татарский, в том, что люди, говорившие раньше на каком-то другом языке, да, это логично. Они изучают, насколько могут, и начинают пользоваться этим языком, но у них язык поворачивается, произношение выговаривается так, как их прежний язык. Да, это А потом, это если логично. в этом месте дети учатся вот этому как бы новому языку у своих родителей, которые говорили с акцентом, это во втором, в третьем поколении превращается, вот этот первоначальный как бы акцент сына языка, превращается в особое произношение, в особый диалект этого языка. И с набором слов. Ну, я с этим не спорю. Это очень интересно. Ну и логично. И оно само по себе может тоже, допустим, если посмотреть параллели фонем, да, там, скажем, Ялтин, не один, я знаю, там тоже разные. Ялтинский говор, да, допустим, посмотреть, а с какими языками фонетика ялтинского говора близка. Мы там можем найти и, возможно, эллинские, да, там, или румейские какие-то корни. Мы можем там, может быть, не знаю, черкесские какие-то корни найти. Мы можем там найти, может быть, мы даже выделим какие-то фонемы, которые, да, идут из таврского языка. Потому что, нигде в других языках его нет. Это же кладезь, понимаете, вот того самого изучения нас самих. Но опять же, мы, получается, возвращаемся к тому, что язык – это важная основа. Язык важный, но не единственный. Ну, не единственный, но и не последний. Не последнее, но смотрите. И когда пытаются все свести к языку, например, возьмем стандартную ситуацию сейчас в нынешних школах, да, в лучшем случае, 45 минут языка, 45 минут литературы, да, 2 часа сейчас так, да, по часу, по часу. Я уже не говорю о том, что это полный бред, конечно, это никакое не сохранение языка, это прямой путь к его гибели. Но я хочу сказать, что и культура народа, и идентичность к грамматике, преподаваемой на час языка, и к набору писателей, которые на литературе, она не сводится. Она не сводится. Уже сам этот подход, когда как бы национальный или этнический акцент, что ли, в сохранении, да, этого народа делается на том, что у него там изучается только литературный язык, опять о чем я сказал, и так называемый, и литература как таковая, это уже срез, понимаете? Это, в смысле, я не в том смысле употребил срез в смысле отсечения, понимаете, национальной идентичности. Уже срез того богатства национальной идентичности этнической, которая есть, с тебя пласт срезают. Потому что ты должен в школе изучать традиции, обычаи. Ты должен в школе изучать праздники. Ты должен в школе изучать, государственная школа отделена от религии,
в принципе, я с этим согласен. Но тогда, значит, вне школ, ну, как вот, допустим, в англосаксонских странах, я не знаю, как в других, бывали воскресные школы. Ну да, Когда вот там религиозные. религиозные школы, да? Пусть немного, 2 часа там, в неделю и так далее, но где-то об этом, да? Это национальная физическая культура, национальные виды спорта. Вот смотрите, приведу очень характерный пример. Допустим, в Японии дзюдо входит в школьную программу. Угу. То есть ты хочешь хороший аттестат иметь при выходе из школы? Тебе недостаточно сдать физику, там, ну и так далее, японский язык и прочее. Я не знаю там градацию, но ты должен иметь вот такой пояс под дзюдо. Вот только тогда ты грамотный человек, ты вышел. Вот у древних греков про бескультурного человека, ну, с их точки зрения, было такое выражение: он не умеет плавать. То есть грек, который не умеет плавать, это... Да ты кто, блин? А сейчас нет. Сейчас вот только там стишок прочитал, там сочинение написал. То есть национальные школы, поддержание национальной идентичности в школьном, в том числе, и дошкольном, и внешкольном, это вовсе не только язык, не только песенки, не только это. Понятно, что каждый человек не может научиться и вышивать, там, я не знаю, и чебуреки жарить, там, классно, там, еще что-то. Но какой-то минимум вот этой национальной культуры должен воспроизводиться, в том числе в школе, а вовсе не только язык и литература. Потому что как только по этому пути пошли, уже с этого самого момента стали это губить. То есть это уже был такой тихий сапый подход к ассимиляции. Дескать, это все остальное твое частное дело. Вот. Ну, если проводить прямые параллели, то, допустим, в крымско-татарских классах там, или школах, если такие есть, ну, например, куреш должен был быть обязательным предметом на физкультуре, как у японцев дзюдо, допустим. Или стрельба из лука, которая еще совсем недавно существовала. Еще 200 лет назад это было одни из лучших стрелков из лука крымские татары. Или фехтование традиционно. Вот сейчас есть клубы исторического фехтования, кто на двуручных мечах и так далее. А тут должно было быть какое-то, пусть упрощенное, потому что каждый крымский татарин владел саблей. Не для того, чтобы кого-то зарубить на улицу, но если обычное спортивное фехтование существует, почему этого не может быть? Понимаете? Вот что такое национальная школа, вот что такое воспроизводство культуры уже с усилием государства. Но об этом, конечно, мечтать не приходится. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, естественно, что говорить о том, что язык – это единственная проблема и самая главная проблема, конечно же, это немножко узковато. Очень узко. Но, не немножко, а очень узко. Но как будто бы, знаете, как будто бы язык, ну, он же произрастает. Вот, допустим, крымские татары, да? Что нам дает право? Но мы сами себя к этому приучили, вернее, нас к этому приучили, понимаете? Чтобы плоско смотреть на проблему? Конечно. Потому что, ну, в принципе, это идет с 20 века и так далее. Обратите внимание, ну, я по себе просто знаю, что до 60-х, 70-х годов, значит, крымские татары при отсутствии школ, понятное дело, практически в своей среде общались по-крымско-татарски. Я это очень хорошо знаю, потому что я родного языка не знал тогда. Угу. И я в детском подростковом возрасте, для меня прям было это чудовищно тяжело. Собирается 15 родственников, разговаривать между собой я знать не знаю. У меня была такая просто вот, ну, я не знаю, там говорят, голубая мечта, это не голубая, это не знаю, какая была мечта. Кровавая, какая хотите, с кровавыми слезами, чтобы научиться родному языку, и мне это потом очень тяжело далось. Но я что хочу сказать, что, конечно, то, что там не было школы или что-то были школы, тем не менее, смотрите, 40-х годов, потому что во время оккупации тут тоже школы, где работали, где не работали, да, сама крымско-татарская среда, еще там с 40-х годов, после депортации, до конца 70-х, даже начала 80-х, еще хранил свой язык. Без школ и без этих часов по литературе. То есть, я к чему хочу вести? Я не против. Очень плохо, что сейчас не так. Но я хочу сказать, что сводить национальную идентичность в школьном образовании только вот к этому часу языка, к этому часу литературы, во-первых, ни язык не спасет. Потому что даже когда они стали появляться в Крыму, ну вот там, в 90-е, да, 2000-е годы, вот по часу, ну хорошо, по 2. Это что? О чем мы тогда по-крымско-татарски все не говорим? Так как до конца 70-х, 80-х разговаривали. Школы не было, язык был. Сейчас там 2 часа есть там, ну, сейчас в семьях, очевидно, в семьях не разговаривают. Нет, там не только в семьях. Дело не только в семьях, это отдельная песня.
Но не надо опять сваливать на семьи. Вот это сведение все к узкой школьной программе, сведение к семьям, кстати говоря, это, как сказать, это не наши выводы, как там в одном фильме говорят, это не наши методы. То есть нас, крымских татар, в этом убедили, как и многих других. Так, подождите, а в чем тогда секрет? В 70-х говорили, сейчас нет. Речь идет, конечно же, о том, что, ну, скажем так, условно, да, ну, где-то до 80-х, да, конечно, было много факторов, но я скажу так, что была несопоставимая конкуренция между информационной средой, собственно говоря, крымско-татарской, и внешней. Именно в 80-е годы, ну, началось, конечно, раньше, но в 80-е годы усиливается телевидение, потом появляется интернет, потом появляется еще что-то, когда сознание человека любого подвергается массированному информационному воздействию не просто из разговоров дома или на улице, или там в квартале, где он живет, а всем, чем только можно. Там и рекламой настойчивой, и которая идет посредством массовой информации, там по электронным средствам, и просто на улице, и так далее. И, как ни странно, сферы развлечений и услуг, потому что развлечения идут на других языках, да, которые, ну, так сказать, потребны, я не знаю, там, танцы, манцы, обжиманцы, там, фильмы, там, триллеры, там, и всякое такое. То есть, для возрождения языка нужна, конечно, тоже непростая ситуация. Нужно, его совершенно не хватит, но, безусловно, нужно, желание самих людей. Первое. То есть, точно так же, как я себя в детстве чувствовал ущербным, неполноценным, ненормальным, уродом, если хотите. Потому что я не знал родного языка. Вот я сейчас, ну, довольно много встречаю крымских татар, которым это, ну, не знаю, и не надо. То есть нужно шеймить по этому поводу? Стыдить людей? Не знаю, я не думаю, что это настолько напрямую работает. У нас, Кого-то, по-моему, да. сейчас и стыдят, старики Да, в основном. А что старики? Ну, стыдят. Где они стыдят? У себя дома на лавочке? Неважно, Да стыдят. нет, вот как раз это не работает. На день рождения Как раз, стыдят. ну вот, да, разве что. Да. Где площадка Не, есть, ну там вот и где стыдят. там, да, сколько этих стариков осталось, которые сами говорят, алтынжи микрорайон, да, прописка яптын, да, сон работа заявление яздым, вот это вот такой крымско-татарский язык у стариков наших. Ну, не у всех, но есть, Ну, не у бывает, всех, да. проскакивает, да. Я, конечно, не в состоянии все. Ну, во-первых, нужно обязательно, это уже не первое, второе, это нужно современное, адекватное техническое обеспечение изучения языка. Потому что раньше это было, да, вот идем там, строим школу, садимся за парту, там на доске что-то учитель пишет, там жиши, пишите язы и так далее. И мы там учитель. Слушайте, сколько сейчас интенсивных методик изучения языка? В наушниках, без наушников, там со всякими этим надо заняться. Как сделать популярным язык? Минуточку. Вот третья тема, компонент. Свой родной язык должен быть модным. Как? Дело в том, что я сейчас как будто немножко не по теме скажу. Я в разной степени, ну, особо хвалиться тут нечем, но я в разной степени знаю 6 языков. Ну, на некоторых я так труднее разговариваю, на некоторых легко, на некоторых плохо пишу, на некоторых пишу статьи, в том числе и документы. Но в процессе того, что вот я стал учиться, а тогда это было мучительно, потому что когда я стал этому учиться, мне приходилось опираться просто на мой личный опыт. Вот подслушал, переспросил. Это были вот
90-е годы, когда даже словарей-то нормальных, черт подрал, не было, я уже не говорю обо всем остальном. Поэтому по моим стопам много людей не пройдет. Но я хочу сказать другое, что вот по мере того, как я изучал свой родной язык крымско-татарский, помимо вот его, собственно, крымско-татарского, так сказать, понимания, я все больше и больше обнаруживал, насколько растущее понимание и владение крымско-татарским языком мне дает новые возможности. Это важно. Да. У меня был период небольшой, 3 недели в своей жизни я изучал турецкий язык. С одной стороны, 3 недели всего лишь. С одной стороны, это мне помогло подтянуть крымско-татарский. Но с другой стороны, тот же самый турецкий мне было гораздо проще изучать. Там другие удивлялись, а как ты так быстро схватываешь? А что не схватить, потому что очень много параллельного. Это разные языки, тут не надо ничего смешивать, это разные языки, но тем не менее. И у меня в жизни возникали ситуации, где я встречался с людьми других, скажем так, тюркских национальностей. Причем так случилось, что моя семья, допустим, в Средней Азии не жила. Родственники жили, я нет. Но в каких-то других государствах, там, в Соединенных Штатах, в Швейцарии, я встречался с узбеками и разговаривал с ними. Я на своем, они на своем. И мы друг друга понимали. И это нам сразу вот снимало барьер психологический и так далее. То есть, для меня вот выучить родной язык, это было не, как сказать, не нормативом, да, который, я там, типа, должен, там, как слесарь 5-го разряда, там, вот, выучить и сдать, да, чтобы получить 5-й разряд. А это было моей мечтой, но мечта, которая реализовываясь, мне открывала новые горизонты. И, нет, там, не на каждом шагу, но встречаешь же такое, что зачем у меня красота? Вот такое я очень часто слышу от человека, которому в ответ хочется задать вопрос. А ты вообще кто такой? Вообще, вот что ты из себя представляешь? Он там типа заправщик там на этом самом. Или он там шашлычник. Что тоже важно, в принципе. Нет, это важно. Но он говорит, зачем мне крымско-татарский язык? Слушай, а я вообще-то кандидат наук. Да, я бывший эксперт ООН. И я ни разу в жизни не пожалел. Шашлык я, кстати, тоже неплохо делаю. Не на продажу, а сам по себе. Вот. Машины, правда, ремонтировать не умею. Проверять мы, конечно, это не будем. Может, когда-то придется. Так я ни разу не пожалел, что, допустим, английский язык у меня рабочий. Правда, давно я им не пользуюсь. Английский британский или американский? Я скажу так, международный. Прононс какой у вас? Международный, потому что есть некий такой международный сленг, которым пользуются все. Американский язык мне очень не нравится. Английский, конечно, идеальный. Вы ближе к дубайскому, наверное, да? В Дубаях не было, не знаю, но вот в той среде, где я пользовался английским языком, это разные международные организации и международная, как сказать, сфера услуг. Вот, допустим, мне очень много приходилось быть в Швейцарии, в Женеве, это франкоязычный регион. Французский я не знаю абсолютно, кроме там слова абажур, там бонжур и так далее. Пардон. Пардон. Да. Но Женева такой город, что если ты в ресторане, ты можешь говорить по-английски. Если ты в такси, ты можешь говорить по-английски. Если ты берешь это понятно. Билет и так далее. Тебе все... Вот такой некий международный сленг, арго английский. Я на нем говорю practically the same as fast I speak in Russian, it's the same for me. And, вы так быстро не переключаетесь. Вы так быстро не переключаетесь, я думаю, о чем вы говорите. Я сказал, что я говорю в том же темпе. Все, я понял. Вот. Так вот, сейчас люди пытаются изучать иностранные языки, тот же английский или еще какой-нибудь там немецкий. Это здорово. Я приветствую, мне это очень нравится. Это в самом деле очень обогащает. Но вот этим всем владея, я ни разу не пожалел, что зачем на этом фоне мне крымско-татар? Да ничего подобного, наоборот. Вот крымско-татарский язык мне тоже... потому что попадаешь на людей, которые не знают. Он знает немецкий, я его не знаю. Я знаю английский, не знаю. Зато он говорит по-узбекски, я говорю по-крымско-татарски. Или он говорит по-азербайджански. То есть это дополнительные точки соприкосновения. Безусловно.
Да, это очень. Я уже не говорю о том, что то же самое, это не только, ну, это имеет очень большую практическую сторону. И я же говорю, я ни разу не пожалел о том, что я вот свой язык выучил не только в смысле морального удовлетворения, что да, это есть, а в чисто практическом. И поэтому, когда кто-то говорит, зачем мне татарский язык, он меня просто поражает. Это примерно так же, как кто-то скажет, я не хочу уметь водить машину. Отстаньте от меня, не суйте мне эти права, не буду я учиться водить машину. Не надо мне этого, ты понимаешь? Не, ну, наверное, такие есть, но много ли среди них нормальных? Там. Или ни за что не буду учить там жарить яичницу. Готовить не буду, это не мое, значит, вот там, да? Или там, я не знаю, бриться не буду там. Что это такое? Есть, наверное, с такими заскоками, да? Но тут это уже даже не бриться, это куда роднее, это куда ближе. Саунус, Надира, мы уже будем завершаться. У нас там уже какие-то минуты остались, 2 минуты осталось. Поэтому я хочу успеть вам сказать, что Саунус, что вы пришли. Я надеюсь, вы к нам еще придете. И нам, для нас очень ценно, что вы находите время. Время – это самый главный ресурс. И вы делитесь с нами этим временем. Ну, если кому-то было интересно и, может быть, не знаю, полезно, я очень рад. Я тоже рад со всеми увидеться, хотя бы так заочно. Что-то мы не поздоровались, да? Селям алейкум. Савух Мухаунас. Саунус, Надира.